В Донецке, в районе аэропорта, который на днях полностью перешел под контроль ополченцев, вновь идут ожесточенные бои. Это некоторое время назад нам сообщил наш военный корреспондент Евгений Подубный. Он сейчас с нами снова выходит на связь из Донецка. Жень, канонада сейчас до сих пор продолжается, о которой ты нам сообщал. Да, Дим, еще раз здравствуй. Действительно, ожесточенный бой в районе Донецкого аэропорта продолжается. Украинские силовики организовали контрнаступление, вывели более 15 танков. Эту информацию нам сообщили в Министерстве обороны Донецкой Народной Республики. Вместе с пехотой танковые колонны продвигаются к территории Донецкого аэропорта. Украинские артиллеристы поддерживают контрнаступление, наносят огневые удары по позициям сил Донецкой Народной Республики на территории аэровокзального комплекса. Также под огнем жилые кварталы Донецка, которые прилегают к аэропорту. В частности, как только что стало известно, удар из реактивных систем залпового огня «Град» был нанесен по Азотному району. Также под огнем находятся Киевский и Куйбышевский районы города. Я напомню, что эти кварталы наиболее сильно пострадали в ходе действий артиллерии вооруженных сил Украины. Используют крупнокалиберные минометы для того, чтобы бить по позициям ополчения на территории аэропорта. Используют дальнобойную артиллерию. Украинские силовики используют реактивные системы залпового огня. Реактивные дивизионы бьют крайне неточно. Чуть ли не каждые 10 минут поступают обновленные данные о нанесенных ударах по жилым кварталам. Как нам сообщают бойцы батальона «Спарта» вооруженных сил Донецкой Народной Республики, которые удерживают позиции в новом терминале, украинские силовики уже неоднократно предпринимали попытки прорвать позиции Донецкой Народной Республики на территории аэропорта. Вот буквально несколько часов назад началось масштабное контрнаступление украинских силовиков. Я напомню, что 12 января в рамках уже контрнаступательной операции Донецкой Народной Республики стартовал штурм нового терминала. Всего за 4 дня бойцы армии Донецкой Народной Республики взяли под контроль это здание. Там им удалось закрепиться, занять позиции. Вот украинские силовики предпринимают попытку выбить ополченцев из ранее захваченного здания. Ситуация в районе аэропорта крайне напряженная. Сейчас танкисты ведут огонь по позициям ополченцев в новом и в старом терминалах, также по позициям сил ополчения, которые расположены в других инфраструктурных объектах на территории аэровокзального комплекса. Со стороны населенных пунктов Пески, Авдеевка, Опытная ведут огонь артиллеристы. Также со взлетно-посадочной полосы, куда украинские силовики имеют доступ, со стороны радиолокационной станции, она находится чуть далее, на другой стороне взлетно-посадочной полосы. Вот они используют противотанковое оружие для того, чтобы наносить удары по новому терминалу. Поступает сообщение о том, что в районе Донецкого аэропорта идет ожесточенный бой. Я напомню, что украинская артиллерия начала наносить огневые удары по позициям ополчения в новом терминале сразу после того, как стало известно о том, что украинских военных в терминале более нет, несмотря на то, что политики в Киеве продолжали все эти дни настаивать на том, что контролируют новый терминал Донецкого аэропорта. Неоднократно силы Донецкой Народной Республики опровергали эту информацию. В частности, еще сегодня утром наша съемочная группа была в новом терминале. Накануне мы также ездили в новый терминал Донецкого аэропорта и сами убедились, что он находился под полным контролем сил Донецкой Народной Республики. Вот сейчас украинские военные пытаются отвоевать утерянные позиции. Пока неизвестно, на чьей стороне инициатива. Ополчение Донецкой Народной Республики отражает атаки украинских военных, несмотря на то, что силовики используют большое количество бронетехники. Вот в частности известно о том, что сейчас со стороны населенных пунктов, которые контролируют украинские военные, а это те населенные пункты, которые расположены севернее Донецкого аэропорта, вышло 15, я напомню, 15 танков. Мы будем следить за ситуацией в Донецком аэропорту. Развивается она крайне стремительно. Дмитрий.
Да, Жень, сообщай нам всю информацию, которая приходит об обстановке в районе Донецкого аэропорта, где сегодня резко обострилась обстановка, рассказал наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Я напомню, бои за Донецкий аэропорт с различной интенсивностью продолжаются уже 9 месяцев. Для силовиков это стратегический объект, откуда было удобно корректировать стрельбу украинской артиллерии по городу. С 9 января 2015 года напряжение кратно возросло. 13 января снарядом была разрушена диспетчерская вышка. Она рухнула вместе с украинским флагом, который был водружен на ее вершине. Вышка долгое время считалась последним таким оплотом украинской армии в Донецке. В тот же день, 13 января, ополчение ДНР выдвинуло ультиматум, требуя от силовиков покинуть здание воздушной гавани, новый терминал. Для них был организован специальный коридор, по которому они могли безопасно для себя покинуть территорию и вернуться в расположение своих частей. В четверг, 15 января, аэропорт был полностью взят под контроль ополчения. И также отмечу, за 9 месяцев боев за аэропорт старый терминал, нефтебаза и ангары полностью разрушены. Сильно пострадало и здание нового терминала.